Всем привет, друзья! 5 часов вечера. Наконец-то появилась свободная минутка, и мы уже на реке. Сегодня будем завершать обкатку мотора. Я так думаю, добьем эти 10 часов обкатки. Как раз там на сегодня еще бензин есть. Ну а дальше будем уже пользоваться этим мотором как обычным. То есть процесс обкатки уже прошел. Ну а просто, как мы уже говорили, просто так кататься мы не будем. Сегодня постараемся сделать запланированных два дела. Первое дело — это забросим ловушки на гальяна озерного, что мы не успели сделать в прошлый раз. Ну и второе дело по плану: немножко порыбачить, если успеем. Нет, так нет. И еще забрасывать ловушки мы будем на озере. Взял с собой ствол, и мы, конечно, попробуем с подхода подойти. Может быть, нам удастся добыть удочку. Вот такие вот планы. Погнали. В нашем распоряжении осталось 6-7, максимум 2,5 часа, и полчаса на дорогу. Приедем уже в сплошной темноте. Как-то вот так. Почему нет времени, ни на что не успеваю? Потому что практически каждый день мотаюсь в райцентр. Почему? Потому что здесь у нас интернета нет, а чтобы что-то загрузить на канал, надо попасть в зону интернета. Вот мы и ездим туда-сюда. И еще, пока не забыл, хочу поблагодарить всех тех, кто подписался и смотрит мои видео на Яндекс.Дзен. На Ютубе у нас монетизации нет, даже та копейка, которая капает, вывести никак. А на Яндекс.Дзен, если вы будете смотреть, то мне будет капать кое-какая копеечка, и с выводом там никаких проблем нет. Так что милости просим на наш канал на Яндекс.Дзен. Смотрим ролики там прошлогодние. Не менее интересно, может быть даже более интересно. Кто не смотрел, пожалуйста, заходите, смотрите. И знайте, каждый ваш просмотр — это копеечка в наш кошелек, как говорится. Ну а это тот же бензин, те же патроны. В общем, прямое, так сказать, финансирование наших поездок. Как-то вот так. Коротко о разном. Погнали. Мотор уже я прогрел, посмотрел, вода пошла на прибыль. Не знаю, что-то будет ловиться, не будет. Но дома сидеть точно не будем. Тем более, вон, дожди у нас прошли. Сегодня целый день светит солнышко. Не жарко уже, далеко не лето. Скорее всего, возможно, это бабье лето. Где-то примерно через неделю начнем собирать картофель. Ну а потом уже начнется совершенно другая рыбалка. Будет, я так думаю, и охота. Будем прогуляемся по путику. Ну это планы максимум, планы минимум, то, что вы уже слышали. Погнали. Так, ну что, доехали до переката. И давайте же попробуем. Ловится сегодня хариус или не ловится. Берем, чтобы ничего не мешалось. Так. Надо было чуть пораньше, наверное, ну ладно. В общем, если ловится, то хариус даст о себе знать. Так что вода пошла на прибыль, и хариус ловиться перестал. Ну и ладно.
Будем надеяться, что на окуня это не действует. Ну, если бы ловился, он бы уже прыгнул. Так, друзья, ну вот мы на месте. И прежде чем пойти к озеру, вопрос к охотникам, которые имели дело с этими патронами. Ну вот Азот Сибирь, как бы это тот же Азот Профи в прошлом. Эти патроны я знаю. Так, можно сказать, даже нормальные, хорошие патроны. А вот эти две пачки я купил первый раз. Понятия не имею. Какие-то Биор 48 рублей, что ли, весной покупал. И эти дешевенькие, как, это сейчас дешевенькие, раньше бы они были очень дорогие. 39 рублей, что ли, вот эти патроны охотничьи, просто Сибирь, вот такие вот. Пятерочка, 32 грамма, и Биор, 4 номер. Кто что с них стрелял, прошу отписаться в комментариях. Сейчас я под продаж шпигую этими патронами. Эти подороже, думаю, может, возможно, они получше. Эти тоже троечка пригодятся. А с озера, с подходу, я так думаю, пятерочка будет самое то. Испытаем на озере. Погнали. Так, топорик взяли, ловушечки взяли, ружье взяли. Остальное все пока оставляем здесь. Пошли. Дай бог сегодня успеть закинуть ловушки. Ни о какой рыбалке, наверное, и речи быть не может. Навряд ли мы что-нибудь успеем сегодня. Ветер стих. Комарья, наверное, будет очень много. Комарин хреновенький есть. Ладно, потопали. Так. Приближаемся к озеру. Вернее, уже подошли. Вот оно, озеро. Оставляем все здесь. Пошли. Тут уже могут быть утки. Волны идут, значит, утки есть. Уток нет, это, наверное, вот те как раз озерные кальяны. С какими сюда мы пришли. Ладно. Пойдем посмотрим второе озеро. Подходим к второму озеру.
забраться. Сейчас тяжело. Шумит очень сильно трава, тем более, когда без ветра. Конечно, улетят. С таким шумом иду. Здоровые крикоши, наверное. Так, подошли к концу озера. Здесь попробую, если взлетят. Они обычно взлетают в эту сторону. Попробуем сбить в лед. Ну вот и первая уточка. Это черок. Походу. Готов. Собираюсь кидать ловушки. Сел прямо сюда и заплыл в кусты. Хорошо, что ружье с собой было. Ну, мал золотник, да дорог. Есть первый черочек. Главное его достать. Надо будет обойти озеро. Надеюсь, он готов. Вот, голянчики прыгают. И это хорошо. Сейчас закинем ловушки. И надеюсь, при проверке что-нибудь да залезет. Так, друзья, коротко, как я ловлю озерного голяна. Вот такая вот верша. Мешочек с марли или старый тюль.
Вон, немножко комбикорма туда. Подвешиваем на веревочку. Так вот, для запаха. И привязываем к шестику. Шест. Слава богу, кусты у нас растут. Их очень много. Всяких разных. Выбираем средней длины, чтобы было проще. И все. И вот так вот берем. Одну вершу мы уже закинули. Не будем мудрить в разных местах. Закинем всех в одной куче. Вот так вот. Раз. И вот так вот. Раз. Опа-на. Все. На месте. Все. 1, 2, 2 верши уже ловят нам живцов. На щуку, на налимов. И дальше также одну туда, одну сюда. В общем, посмотрим. Если будет ловиться, привезем сюда и раколовку, и белую бутылку. В общем, пока тепло, более-менее, голян-озерный ловиться будет. Как похолодает, бесполезно. Ловиться он не будет. Как-то вот так. Ну вот. Обошли озеро. И вот она, наша первая добыча. Первая добыча сезона 2002 осень. Это наш маленький черочек. Сейчас посмотрим на него поближе. Опа-на! Опа! Ну что, черок он в Африке черок. Оперение уже полное. Ну, другого и быть не могло. Она же прилетела и села. Вот такой вот маленький небольшой черочек. Как говорится, с полем мал золотник да дорог. Сезон охоты открыт. Ловушки закинуты. Значит, не зря приезжали. Есть, закинул 4 ловушки. На 5-ю не было веревки, мешочка не было для комбикорма. Завтра, дай бог, будет погода. Приедем, проверим, возьмем еще ловушек. И если, не если, а вон, рыба есть, голянчики вон играют. Пока хорошая погода, пока вода теплая. Они здесь есть, они здесь живут. Но как только вода остынет, они уйдут в тину, и уже их будет не поймать. Так что, как говорится, готовь телегу зимой, а сани летом. Будем готовить живцов для рыбалки на налимов, для рыбалки по первому льду на жерлице. Пусть в конце лета, но все-таки летом. Надеюсь, что-нибудь да получится. Ну а теперь на всех парах дуем к лодке. Скоро стемнеет. И домой. День прошел не зря. Что-то полезное, но успели сделать. Навряд ли у нас сегодня получится рыбалки. Пока мы доедем, будет уже темно. Так что давайте прощаться. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.